Для любителей погонять с ветерком японский стартап создал гибрид мотоцикла и квадрокоптера. Почта России запустила доставку посылок из отделений роботами-курьерами, а кибермошенники придумывают новые способы обмана якутян. Это обзор новостей из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Начнем с темы космоса. Еще одна держава со скрипом, но все же стремится покорить космическое пространство. Южная Корея запустила первую ракету отечественного производства под названием «Нури». В будущем она позволит выводить на орбиту спутники общей массой до 1,5 тонн, включая аппараты для наблюдения за ненавистным соседом – Северной Кореей. Южная Корея в четверг провела тестовый запуск первой ракеты собственного производства. Она называется «Нури». Впрочем, не все прошло идеально. Как сообщил президент республики Мун Чжэ Ин, аппарату удалось подняться на нужную высоту в 700 километров. Но вывести макет спутника не получилось. Предположительно, сбой произошел в работе двигателей третьей ступени. В разработке ракеты, которая велась больше 10 лет, участвовало 300 южнокорейских компаний, а объем инвестиций в проект – почти $2 миллиарда. В будущем с помощью «Нури» планируют выводить на орбиту спутники общей массой до 1,5 тонн, в том числе и разведывательные аппараты для наблюдения за Северной Кореей. Сейчас Сеул в значительной степени зависит от спутниковых данных США. Последний раз Южная Корея отправляла в космос ракету в 2013 году, а новый летательный аппарат был разработан совместно с российскими инженерами. Южная Корея планирует провести еще 5 испытательных запусков «Нури». Ближайший состоится в следующем году. Тем временем, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, компания Blue Origin озвучила планы по созданию космической станции под названием Orbital Reef. Она будет работать на коммерческой основе, способствовать развитию деловых инициатив в околоземном пространстве и использоваться для космического туризма. Орбитальный риф – так будет называться коммерческая станция, которую планирует построить в космосе компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, и корпорация Boeing. В проекте также участвуют космическое подразделение оборонного подрядчика Sierra Nevada Corporation, Redwire Space и Университет штата Аризона. Запуск комплекса запланирован на вторую половину текущего десятилетия. Орбитальный риф призван стать бизнес-парком в космосе, который будет способствовать развитию экономической деятельности и откроет новые рынки за пределами земной атмосферы. Станция предназначена для использования в промышленных, исследовательских, коммерческих и развлекательных целях. В числе потенциальных пользователей – опытные организации, занятые в космической сфере, государства, не имеющие собственных космических программ, средства массовой информации и туристические агентства, предприниматели и изобретатели. Станция не будет дублировать МКС, а сделает шаг вперед, поскольку ее сможет использовать самый широкий круг специалистов и фирм, подчеркивает Blue Origin. Продолжим тему полетов, но только в пределах Земли. Как насчет погонять с ветерком, не касаясь дорожного полотна? Следующий проект – гибрид мотоцикла и квадрокоптера, детище японского стартапа. Построен он при поддержке гигантов национальной индустрии. Аппарат предназначен как для зажиточных любителей быстрой езды, так и для экстренных служб, например, спасателей. Этот аппарат под названием X-Turismo Limited Edition создан инженерами из компании стартапа Ali Technologies, с которой связан самый известный японский футболист Кейсуке Honda. Машина оснащена традиционным двигателем и 4 электромоторами. Силовые агрегаты позволяют ей держаться в воздухе около 40 минут и развивать скорость до 100 км в час. По словам генерального директора фирмы Дайсуке Катано, летающий мотоцикл или ховербайк снимает проблему выбора передвигаться по земле или по воздуху. В конструкции заложены оба варианта. Мы хотим, чтобы в первую очередь им воспользовались люди, заинтересованные в новой мобильности. Еще одна цель – применять его в спасательных операциях во время стихийных бедствий для доступа туда, куда трудно добраться людям. Как надеются конструкторы, их продукт выберут те клиенты, кто готов сменить суперкар на летающий мотоцикл за 77 миллионов йен по курсу $680 тысяч.
Проект поддерживают такие гиганты японской индустрии, как Mitsubishi, Kyocera и Kawasaki. Демонстрационные полеты прошли в окрестностях горы Фудзи. Применение на дорогах и в воздушном пространстве общего пользования пока затруднено из-за строгих правил безопасности, действующих в Японии. В Риме пошли еще дальше. Аэропорт Фьюмичино начнет предоставлять пассажирам услуги летающего такси, похожего на квадрокоптер. Немецкий стартап Volocopter выставил на всеобщее обозрение в римской воздушной гавани прототип электрического аппарата. Когда пассажиры смогут воспользоваться беспилотным транспортом, узнаем прямо сейчас. Миниатюрный беспилотный вертолет, как надеются его создатели, из немецкого стартапа Volocopter и администрация аэропорта Фьюмичино в Риме начнет перевозки через 3 года. Машина способна брать на борт 2 пассажиров и их багаж. Ее приводят в действие 18 моторов, работающие от 9 заряжаемых батарей. Для взлета и посадки предполагается использовать специальные площадки – вертипорты. Генеральный директор компании по управлению римскими аэропортами Марко Транконе видит в летающем такси сплошные преимущества. 150 евро в один конец – вполне разумная цена, поскольку время в пути составит 15 минут или чуть больше. Это намного быстрее, чем на обычном такси. Полет бесшумный, аппарат заряжается зеленой энергией, уровень выбросов равен нулю. Демонстрация дрона Воло-Сити совпала с объявлением аэропортов Рима, Венеции и Болоньи, а также Парижа и французской ривьеры о совместных планах по созданию компании по развитию инфраструктуры и производству летающих такси. Как сказал коммерческий директор Volocopter Кристиан Бауэр, фирма рассчитывает в ближайшие годы получить лицензию Европейского агентства авиационной безопасности на регулярные перевозки. Поскольку мы европейская компания, это отлично, что многие города в Европе отвечают требованиям новой мобильности. Хотя у нас есть партнеры в Сингапуре и других странах Азии, мы рады, что первые шаги делают Париж и Рим. Внедрением технологий современной городской мобильности займется компания Urban Blue. Для этого ей еще предстоит привлечь промышленные и финансовые ресурсы. Следующая разработка российская и уж точно круче знаменитого почтальона Печкина. Почта России запустила доставку посылок из отделений роботами-курьерами. Сами роботы похожи на космические аппараты для передвижения по поверхности другой планеты, например, Марса. Только эти малыши будут бороздить просторы Москвы. На начальном этапе 36 роверов Яндекса смогут доставлять посылки из 27 отделений столицы. Заказать доставку роботам-курьерам смогут районы, входящие в зону покрытия. Для этого пригодится мобильное приложение Почты России. Сотрудники отделения примут заказ, затем загрузят посылку в ровер, а пользователь сможет отследить весь путь доставки. Как только робот прибудет к подъезду дома, на телефон придет уведомление с кодом. После его введения ровер откроет крышку. Переносимся в Якутию. С начала года в республике зафиксировали более 2000 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Речь идет о телефонном и кибермошенничестве. Сумма ущерба перевалила за 230 миллионов рублей. Раскрыть такие преступления намного сложнее, чем обычные, говорят правоохранители. Уловки звонящих с каждым разом становятся изощреннее. Прекратите, пожалуйста, разговаривать с мошенниками. Это видео разлетелось по соцсетям и пабликам и повергло в шок даже бывалых полицейских. Все снятое не реконструкция, происходит с реальным человеком. На кадрах полицейские пытаются объяснить пожилой женщине, что, возможно, она разговаривает с мобильными преступниками, но его словам пожилой человек не верит. Когда они начали вам звонить? Я... Кто? Мошенники. Не мошенники. А кто это? Ваш сотрудник. Как вы поняли, что это наш сотрудник? Ну, потому что он Что? представился. Бабушка на видео в результате общения с мошенниками потеряла 880 тысяч рублей и, скорее всего, уже не сможет их вернуть. Схожий с алихардской бабушкой случай произошел недавно в Ленске. На телефон ленчанки позвонили псевдосотрудники МВД и попросили перекинуть деньги со счета на Киви кошелек, так как только что их попытался снять незнакомый мужчина по доверенности. Женщина поверила и потеряла больше 100 тысяч рублей. Случай в Ленском районе далеко не первый. С начала года их уже более 50. Из них 14 уголовных дел мы отправили в суд.
И 31 уголовное дело приостановлено в связи с отсутствием лица в качестве привлекаемого обвиняемого. Способы обмана у телефонных мошенников с каждым разом становятся все изощреннее. В Нерюнгри дочь потерпевшей разместила рекламу о продаже домашних крыс. В результате звонка потенциального покупателя, как оказалось, мошенника, они лишились денег. Мы сообщили номер карты, потом нас попросили продиктовать номер СМС-сообщения, код, который должен был прийти мне на телефон. Мы его взяли, продиктовали. И тут же произошло списание с моей карты в размере 43 тысяч. Наиболее распространенные виды телефонного мошенничества вы видите на своем экране. СМС-просьба о помощи сегодня уже классика среди преступников. Помимо этого, преступники могут с одноразовых номеров звонить и принуждать своих потенциальных жертв перевести деньги с карты на карту. Звонить с платных номеров, чтобы тут же снять деньги с вашего счета. Говорить о каком-либо суперпризе, который достался только вам. Просить назвать какие-либо СМС-коды и многое другое. Последняя же схема обмана, она самая новая, называют правоохранители, когда мошенники, позвонив с незнакомого вам номера, тут же скидывают трубку. Это делается для того, чтобы обойти систему автоматической фильтрации звонков. Быстрый сброс не даст телефону распознать спам-номер. Тут главное не перезванивать по пропущенному вызову, чтобы не начинать разговор с преступником. Ульяна Шагина, Сергей Дьяконов, Якутск, Ленск, Нерюнгри. Похожим образом многие якутяне хотели бы поступить после общения с мошенником. Делайте ваши ставки, господа. В Ютубе появился интересный ролик «Дроп-тест мечты», не иначе. На видео с винтовой лестницы 20-этажного здания сбросили новенький iPhone 13 Pro и легендарную Nokia 3310. Что прочнее, современная стекляшка или неубиваемый кирпич? Скажем сразу, испытуемые телефоны до первого этажа не долетели. Первым вниз отправился Nokia, следом за ним сбросили последнюю модель айфона. Продукт американских инженеров проделал примерно половину пути, ударился об перила и упал в районе 10-го этажа. Спустившись вниз, авторы ролика сначала проверили, как себя чувствует iPhone 13 Pro. Удивительно, но покрылась паутинками только задняя панель. Экран остался абсолютно цел, не пострадала и камера. Затем iPhone сбросили с 20-го этажа еще 2 раза, и результат остался прежним. Этот эксперимент доказывает, что закаленное стекло, используемое при производстве новых iPhone 13 Pro, гораздо прочнее предыдущих моделей и по-настоящему защищает смартфон от серьезных внешних воздействий. Что стало с Nokia 3310? От удара он просто разлетелся на части и, скорее всего, отправится на свалку. Это были новости IT. Если видишь нас по телевизору, повтор программы доступен в инстаграм-аккаунте yak24.ru и на одноименном YouTube-канале. Но если смотришь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!